Республики Якутия. Ну, в целом, нам очень отрадно, что каждым годом наши некоммерческих организаций только увеличивается. Если сравнить первый конкурс гранта в году, то было в прошлом году подано 256 заявок. После рассмотрения было допущено 232 проекта. И в конце победителями первого гранта главы республики было грантов, да, именно насчет софинансирования субъектов Российской Федерации. Из-за этого мы вот объявляемся чуть позже, и мы в феврале участвовали на этот конкурс, и наша республика выиграла сумму больше 41 миллиона, ну практически 42 миллиона рублей, и мы внесли ряд изменений в положение грантов главы Республики Саха-Якутия, и вот сегодня, 6 мая, мы объявляем второй конкурс. И у нас в этом году сумма будет больше 103 миллионов рублей. Это очень хорошая сумма. Практически мы вдвое увеличили сумму гранта главы Республики Саха-Якутия. Ну, приоритетные направления, да, если остановиться, по каким направлениям у нас будет ну, достаточно большая развитие адаптации. Также есть, еще раз всех благодарю и в этом случае призываю социально ориентированные организации принимать участие. В этом году есть еще, если в прошлом году экспертами являются человека, то двое, в году независимых экспертов будет 50 человек. Потому что вот, посмотрите, 230 и одному независимому эксперту, получается, он проверял, ну, примерно 15-16 проектов. Зависимые не получают заработную, они вот в бесплатном порядке проверяют эти проекты. Вот поэтому мы в этом году увеличили, чтобы уменьшить проекты у одного независимого эксперта. Ну, примерно мы планируем, что, ну, получается где-то, ну, ориентированная некоммерческая организация. Документация, ну, такого у нас конкретно критериев потолка у нас нету, да, во-первых. Может человек написать проект на 100 тысяч рублей и выиграть 100 тысяч рублей, да? Может человек написать на 2 миллиона рублей, да, проект и может выиграть. Вот поэтому таких конкретных потолков насчет предоставления суммы у нас нету. Но самое главное, мы решением Координационного совета определяем минимальные баллы. Вот, например, по здоровью, вот, Координационным советом мы определим проект, который набрал больше 65 баллов, то он, ну, получается, берет грант. Проходной балл. А если вот человек там взял балл 64,5 баллов, то он не проходит. Ну, мы определяем такой вот минимальный проходной балл. Конкурс есть конкурс. Да, конкурс есть конкурс. Вот, и, ну, получается, больше 65 баллов, ну, например, получит 4 проекта, да? А направление у нас определена сумма, ну, примерно, скажем, 4 миллиона рублей. 4 проекта
и там один проект на 1 миллион рублей, а другой на 800 тысяч, и на 600 тысяч, и на 500 тысяч. Да? Ну, условно. Да, условно. Получается больше 4 миллионов рублей. Так. Ну, человек, который набрал больше, вот 65 это минимальный проходной балл, а вот победитель набрал там 75 баллов или 76. Он однозначно свою сумму соберет. Ага. Потом смотрим второй проект. Там тоже у него там 70 баллов, тоже определенную сумму он как предоставил, все получает. А вот четвертому человеку, победителю, да, ну, он взял там 66 баллов или 67, ну, он объявился на 800 тысяч рублей, а у нас по этому направлению там остался 600 тысяч рублей. Да? Например? Да, например, а он заявился на 800 тысяч, не хватает 200 тысяч рублей. И мы сразу выходим к нему и с ними подписываемся на доп. Соглашение о том, что вот показатели, индикаторы, которые у него есть в проекте, да, некоторые индикаторы, показатели мы убираем. Уменьшить можно? Да, уменьшить, чтобы этот проект вошел на 600 тысяч рублей. Ну это же справедливо. Да, справедливо. Вот поэтому в этом у нас есть очень хорошее руководство, вот поэтому все чисто, справедливо, открыто мы будем это все оценивать. Также, так, еще... Получается, заявитель сумму сам устанавливает, да? Ну да, проект, там независимый эксперт вот это все проверяет. Он действительно ли нормально ну, он показал свою сумму по этому проекту. Да? Это один из важных оценок, независимых оценок экспертами. И если он там взял проект у него на 600 тысяч рублей, а он там заявился на 1,5 миллиона рублей, то, конечно, баллы там будут занижены. Да? Но по-любому он не пройдет ну, независимая оценка. Ну, получается так. Спасибо. Еще вопросы? Представьте, пожалуйся. Николай Борисов, я. Вопрос по экспертному совету, как он отбирается. Вы сказали, что 50 человек теперь. То есть единолично рассматривают все проекты, что ли? Или как? Сама процедура отбора? Так, у нас 50 независимых экспертов, которые все обученные люди, да. Не только республиканские эксперты, но есть приглашенные, да, с других регионов Российской Федерации, да. И плюс еще до оценки проектов мы их обучим. У нас с прошлого года с нами очень хорошо, тесно работает федеральный эксперт Алексей Арбузов. Он будет всех наших экспертов обучать. Ну, скажу, что наши независимые эксперты все сертифицированы. У них у всех есть удостоверение. И вы правильно задали вопрос. Один эксперт только будет оценивать один проект. Да? Нет, там будет человек, этот проект будет, ну, минимум 4 человека будет проверять. У них же есть свои направления. Вот, независимый эксперт, вот, например, человек силен насчет финансовой части. Он проверяет финансовую часть. Один другой независимый эксперт в целом содержательной части. Вот, этот проект необходим для социальной вот, защиты населения, там, сферы и так далее. В этом силен. И он только это смотрит. И они ставят баллы, ну, оценки, да, и вот это все объединяем, и получается у нас очень хорошие там баллы или наоборот плохие оценки. Называется так. Спасибо. А в итоге, вот после экспертной оценки, он приходит в комиссию, да, получается, проект? Там защита какая-то происходит? Да, вот после приема заявок мы сперва рассматриваем, допускаем ли этот проект дальнейшее прохождение конкурса, да. Там мы проверяем справки, да, действительно ли является некоммерческим организацией, да, зарегистрированным в Министерстве юстиции. Нет ли у него на данное время задолженности, там, пени и так далее. Вот это все смотрим. Если у него все документация нормальна, мы
пропускаем дальше. Ну, даем допуск на независимую оценку. Там уже проверяют, там оценивают. Потом, после оценки, координационный совет эти проекты не смотрит. Как ранее я сказал, мы определяем проходной балл. И уже после этого рассматриваем. Проект, если по какому-то там, ну, скажем, по профилактике правонарушений, да, проходной балл у нас будет 60 баллов. Мы в координационном совете решение принимаем и смотрим сразу. Там по профилактике правонарушений поступило где-то порядка 25 проектов. Из них 60, проходной балл 60, проходит там только 4. После этого мы тоже проверяем на соответствие документации, да, все ли нормально. Еще раз мы вот это все проверяем через управление там коррупционных мероприятий и так далее. Вот это. И после этого уже объявляем победителя. Там, если 4 проекта прошел, тот, который набрал большую оценку, то соответственно получает, поддерживает всю сумму, потом дальше. Разрешите добавить сразу вопрос. Вот у нас сейчас стартует конкурс, потом прием заявок, и когда примерно мы можем результаты узнать, и вот как день реально, когда вот некоммерческая организация может получить деньги? Примерно мы узнаем результат до 20 августа, потом пройдет процедура, и мы думаем, что 1 сентября 2021 года мы всем победителям предоставим сумму, которую они выиграли, и дадим старт на реализацию. Насчет реализации проекта это тоже совсем другая история. Да? Потом после этого идет, мы с 1 сентября 2021 года до 31 августа следующего 2022 года мы дадим им реализовать свой проект. То есть год. Год. И после этого уже начинается 3-й этап. Это отчетность. Да? Все ли выполнено по целевому назначению. Если нет? Если нет, они возвращают эти деньги. Ну, средства бюджетные, такой же строгий за ними контроль. Еще, друзья, вопросы, будьте добры. Представьте, пожалуйста. Олег Жилмин, средства массовой информации, точка взаимодействия, телеканал Округ ТВ, и как бы являюсь одним из участников грантовых проектов. В данном грантовом проекте, да, мне интересуют баллы. Первое, общественные организации НКО могут находиться в столице республики, но тем не менее могут делать на территории республики эти проекты грантовые. Да? Вопрос, учитывается ли расположение этих проектов, то ли это будет на крайнем севере, то ли это будет в Южной Якутии. И сразу второй вопрос. Очень просили задать вопрос, потому что у нас многие общественные организации не раз выигрывали гранты. И если они несколько раз выигрывали раньше, то бытует мнение, что их не допустят к новым проектам. География проекта и... Те, которые выиграли в прошлом году. Ну, там и не то, и раньше же есть. Вот я работал, и раньше есть. И те, которые недобросовестно выполнили, что ли? Не, я имею в виду, спросили вопрос такой. Мы 2 года назад выполнили все, сделали все. Просто есть такое бытует мнение, если мы сейчас пойдут новые общественные организации, нам не дадут, если что. Нет, мы всем предоставляем возможность, они могут и участвовать. Если у них вот выполненный проект 2-годичной давности, да, и они, если хотят, опять же, этим проектом сегодня поучаствовать на грантовой республике Саха-Якутия, конечно, мы их допускаем, да, но я рекомендовал бы обновить, еще хорошенько вот этот проект посмотреть, усилить направление и так далее. Но они все могут сегодня поучаствовать. И даже те, кто не выполнил, что ли? Нет, те, которые вот недобросовестные, то, конечно, у них есть вопрос большой. Вопрос большой есть.
А те, которые вот выполнили 2 года назад, там, 3 года назад и в прошлом году, да, то они спокойно Самое главное могут, смотрят на да, актуальность. могут Да, если это важный момент, решается социальная важная задача, значит она Да, ну, да, имеет место. да, да. Ну, вопрос был еще про географию. Да. Есть ли приоритет между арктической, например, зоной или там центром города Якутска там? Какое-то такое отношение. Именно у При нас рассмотрении. есть, по таким проектам есть у нас направление. И по арктическому там развитию вы можете подать спокойно. Отдельно грантовое проект. направление. Да, отдельно грантовое направление. Не, ну меня интересует путешествие. И вы же были учредителем Пика Победы, так сказать, Ага, достаточно ага. серьезное мероприятие. Ну, это, И если- это очень сильно повлияло на общественные организации, которые действительно целая серия последовала даже фильмов о нашей родине, где они занимаются не только путешествиями, но и рассказами о своем крае. И вот здесь, конечно, меня заинтересовал вопрос, потому что ребята находятся в центре города Якутска, да, но тем не менее они видят же, как, например, наши московские, питерские товарищи ездят на машинах, да, там до Тикси. Там. Ну почему бы, таких идей же много. Классическая история, надо подаваться, очень полезно. По Вот своему есть опыту. очень хорошее направление, да, вот, охрана окружающей среды и защиты животных. Есть очень хорошее так, направление интеграция молодежи республики с молодежью регионов Российской Федерации и других стран. Есть по направлению патриотическое воспитание граждан. Да? Вы можете спокойно вот насчет путешествий подавать, но самое главное вот, актуальность этого вопроса надо очень хорошенько подчеркнуть, да? И из этого мы какие результаты возьмем. Вот это должно быть. И вот и самое главное оценка независимых экспертов. Если они предпочтут это на сегодняшний день актуальный вопрос, очень хороший проект, то они, конечно, поставят очень хорошие оценки, и вы можете получить грант. Еще вопрос можно? Разрешите, пожалуйста, может быть, и обязательно дам вам слово. Кто-нибудь еще из приглашенных? Я хотела Кто еще не спросить, сдавал? Марина Сутина, газета «Эпизод». А в прошлом году какой проект получил максимальную сумму гранта? О чем этот проект был? Мария Викторовна. Ага, проект коллаборации ресурсных центров. Это Более 5 миллионов получили. Это поддержка некоммерческих Да. организаций, я помню. Да. Поддержка некоммерческих организаций, там несколько ресурсных центров, единый проект составили. Мгм. Спасибо. Это специалист, который занимается при министерстве как раз вот ведением этой работы. Ага, будьте добры. Хотел уточнить немножко, есть ли какая-то консультация для тех, кто хочет дать заявку Да. на Как получение раз грантов? ответили. Да, просто вот как раз вот ресурсные центры сказали. Почему? Потому что там может быть проект на стыке двух конкурсных позиций, да, там, например, Такое. там человек занимается реабилитацией, например, наркоманов, да, это он не знает, это или ЗОЖ у него там, например, или вообще правоохранительный орган. Очень хороший, правильный вопрос. В 2019 году при поддержке правительства Республики Саха-Якутия, да, и при поддержке фонда будущих поколений мы в феврале 2019 года впервые создали у себя единый ресурсный центр. Сегодня единый ресурсный центр с нами очень хорошо совместно, тесно мы с ними работаем. И все некоммерческие организации знают, где этот ресурсный центр находится. Они проводят и методическую помощь, и спокойно могут проконсультировать, да, насчет проектов, на какое направление они будут там предоставлять свой проект. Таких у нас в республике ресурсных центров достаточно. Есть очень хороший ресурсный центр «Спас», там возглавляет Тупицына Анжелика Анатольевна. Единый ресурсный центр наш возглавляет Вешникова Ольга Анатольевна. Есть очень хороший ресурсный центр насчет финансовой части, да, АКФА. Там Александра Иннокентьевна Гурьева возглавляет. Ну, таких ресурсных центров сегодня у нас достаточно много, да, чтобы помочь начинающим социально ориентированным некоммерческим организациям. И, ну, пользуясь случаем, я еще расскажу, да, мы, когда нам дали полномочия именно по
развития гражданского института общества, да, мы сразу начали работу именно активности муниципальных образований. Да. До этого грантов, ну, у нас такого единого гранта в республике не было. До этого министерства все отдельно объявлялись насчет своих грантов, да. И там участвовали только некоммерческие организации, ну, большинство, практически 85% участвовала только столица. Столица, если отметить муниципальное образование, то участвовал Горный район, участвовал Ненецкий район, ну, где-то 5-6 муниципальных образований участвовало. А на сегодняшний день, да, участие в грантовых конкурсах не только республики, да, а в целом Российской Федерации не участвует только вот по итогам прошлого года 2 муниципальных образования. А остальные сегодня уже активизировались, очень хорошо активизировались наши центральные районы, Заречные районы, Белюйская группа районов, и очень хорошо вот, активно участвуют наши все Арктические районы. Поэтому мы, ну, результат у нас есть. Мы начали акцент на работу именно с муниципальных образований, и сегодня у нас итоги есть очень хорошие. Да, практически, если брать победителей фонда президентских грантов, практически победители во всех муниципальных образованиях на сегодняшний день есть. Как представитель общественности точно подтверждаю эту информацию, и потому что с ними всеми общаюсь. И действительно, вот работа проведена действительно большая, и лидирующая позиция среди субъектов вообще региона Дальневосточного. Сейчас у нас в республике мы такой статус имеем, представляете? Это очень хорошее начало для того, чтобы, в принципе, вот такая поддержка федеральная, как софинансирование, да, наших своих денег, которые выделяются здесь из бюджета, она будет, я надеюсь, усиливаться только с каждым годом. Соответственно, у нас и такой вот взаимосвязь с общественными организациями, я считаю, что будет очень сильна. Вот. Она очень важна для того, чтобы вот, у нас связь с землей, да, вот, с нашими, те, кто работает именно которые на себя берут задачи по исполнению реально сложных социальных каких-то задач, они вот, будут поддержаны и действительно направлены туда, куда надо. Это хорошая история, я подтверждаю. А если грант получил президентский и Илдархановский, они не взаимно исключают? Ну, то есть они... Нет. Можно и там, и там. Да. Плюс добавлю, да, благодаря вот активности наших социально ориентированных некоммерческих организаций по итогам 2019 года наша республика вошла в топ-10 лучших регионов, которые сегодня поддерживает Институт гражданского общества. Мы заняли достойное 9 место, и начиная с 2019 года мы практически по всем, даже скажу, по всем рейтинговым направлениям, оценкам, да, среди регионов, мы сегодня достойно занимаем лидирующую позицию по Дальневосточному федеральному округу. И по финансовой части, и по подаче проектов, и по актуальности вопросов, эффективности. Тогда мы сегодня спокойно, достойно, вы спокойно можете написать, что наша республика впереди всей планеты. На самом деле, Степан Анатольевич очень скромно об этом говорит, да? Я бы на его месте начал вообще с этого, да, потому что это реально действительно большая победа. И об этом стоит говорить, потому что, наверное, для других регионов это попасть в десятку среди 80 субъектов, это очень хорошо, потому что у нас будут поддерживать, это услышано, это классно. Поэтому действительно об этом стоит написать. Да. После таких регионов, как Москва, они же недотационные, недотационный регион, там миллиардами у них суммы, да. Ханты-Мансийский автономный округ, тоже недотационный регион, да. Республика Татарстан, тоже недотационная республика. После таких монстров, да, регионов мы занимаем 9 место.
Ну, это говорит об активности нашей общественности, о гражданской позиции наших граждан, нашей республики. Это очень да, хорошо. это благодаря Да. поддержке руководства республики. Да, Да. да. Вот, в 2018 году в своем послании глава республики поставил очень хорошее предложение объединить все гранты, которые есть в министерстве, и сделать единый такой конкурс грантов главы республики. Да. И это сегодня показал свой результат. Сегодня и наши социальные ориентированные некоммерческие организации стали активными. Если вот дальше рассказать, да, в 2020 году, юбилейный год Великой Победы, мы для себя планировали в этом году копилку республики нашими некоммерческими организациями. Хорошо было бы взять больше 75 миллионов рублей. И мы это достигли. Запасом мы достигли. И надо похвастаться, что наши некоммерческие организации научились написать хорошие проекты. И этому доказательство, что в первом этапе фонда президентских грантов они уже принесли больше 41 миллиона рублей. Привлеченных средств, Это очень хороший федеральных показатель, денег, да, это хорошая история. И вот впервые в рамках молодежного фестиваля Мусустар именно по линии гранта Росмолодежи впервые в нашем регионе индивидуально отдельно провели грант Росмолодежи, где победителями стали 10 человек. Это тоже очень хороший показатель. Да. И вот поэтому сегодня Институт гражданского общества в нашей республике очень активно развивается. Еще вопросы, друзья. Последний вопрос, у нас время выходит уже. Этот, если есть, либо заканчиваем. В любом случае, вся информация будет предоставлена на официальном портале. Дополнительная информация. Есть у нас ресурсные центры, которые могут получить консультацию. Если через ваши ресурсы, медиаресурсы, информация будет донесена именно в том виде, вот, как старается сделать министерство, прозрачным, доступным, действительно эффективным, до конечных наших, так сказать, на кого это направлено, целевой группы, да, это наши представители коммерческой организации. Это будет большая-большая помощь для нас. Поэтому прошу вот как-то на это обратить внимание, чтобы вот максимально дошла до них такая информация. Большое спасибо. На этом мы заканчиваем. Большое спасибо. Один вопрос. Будьте добры. Министерство молодежи является сейчас уже достаточно серьезным министерством, которое называется грантовой политикой. И вот грантополучатели одно из первых для Министерства молодежи. И я знаю, что 9 мая Министерство молодежи проводит очень интересный. Самое интересное, что это не министерское мероприятие, а общественное. Да? И хотелось бы в канун 9 мая об этом, чтобы рассказали. Хорошо. Спасибо. Очень хороший вопрос. Мы 9 мая запланировали ряд мероприятий, которые, кстати, сегодня, 6 мая, мы начали уже вот с 12 часов, где живут наши дорогие ветераны, участники Великой Отечественной войны. Мы начали акцию «Поем двором». Да? И парад под окном ветерана. И я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех причастных, которые сегодня участвуют, да, Министерство культуры, Управление культуры города Якутска, но в целом администрация города Якутска, наша военную часть, да, линейную военную часть. Мы благодарим военный комиссариат и всех. Да, также завтра, 7 мая, мы будет возложение цветов памятнику солдат Туймады. Также завтра продолжится праздничные мероприятия. Будем поздравлять наших дорогих ветеранов, которых на «Поем двором» будет продолжаться. 8 мая мы торжественно будет водружение Знамени Победы на площадь Победы. И 9 мая будет возложение цветов на площади Победы. Также будет, есть очень хорошее мероприятие, акция «Автопробег» военной техники, которую мы сделали совместно с ДОСААФом. Маршрут сегодня утвержден. Ребята
проедутся по городу, и этим мы чтим память наших воинов якутян. Также 7-8 будет работать выставка, музей под открытым небом в Досаафе по Бестужево-Маглинского, да, и горожане, гости нашей столицы могут спокойно там подойти, посмотреть военные техники, оружие, вооружение тех времен, да, могут спокойно фотографироваться, сделать селфи там, для Инстаграм, для социальных сетей и так далее. И также мы совместно с Министерством образования, совместно с городом Якутска, ну, в основном наши мероприятия пройдут в онлайн формате, будут уроки мужества, будут онлайн выставки, очень хорошо присоединиться, активно участвует мультимедийный музей «Россия. Моя история», там тоже будут открыты, вот с 7 мая по 30 мая будет очень хорошая выставка, там именно по тематике военных лет. Ну, поэтому всех мы приглашаем посетить эти выставки, и плюс еще будут онлайн выставки, там онлайн посещение музеев и так далее. И ряд театров будут. И самое главное, это все с соблюдением всех санитарных норм, именно по эпидемической ситуации. Все там маски будут, все Согласованные мероприятия. да, согласованные. И сегодня по указу главы там зрители до 50%, да, по спектаклю вот, будут проходить в Саха-театре, будут проходить в театре имени Александра Сергеевича Пушкина и так далее. Да. Большое спасибо, Степан Анатольевич, за анонсы с первых уст для представителей СМИ. Я думаю, эта информация будет важна, чтобы не ориентироваться в ближайшие дни. Спасибо большое. Еще раз всех благодарю. И с наступающим праздником Великой Победы. Спасибо. Что за кадр? Окей.